За неполных 2 года в столичную администрацию с просьбой о помощи поступило 920 заявлений от жителей Сухума. На сегодняшний день из этого количества проверено 797 и единовременно выплачена компенсация из фонда президента. Но помощь еще дошла не до всех. К примеру, жители улицы Воронова – одни из немногих, которые пока не получили компенсацию. Они до сих пор не могут привести в порядок свое имущество и дома, пострадавшие из-за разгула стихии. Люди говорят, что их затапливает не первый год. Вода заполняет все первые этажи. Уровень воды иной раз доходит до 2 метров. После каждого потопа им приходится выкидывать технику и мебель. Чуть что, мы идем, снимаем эти люки, открываем, уже с граблями, с тяпками ходим, чистим, вычищаем. Люки засорены одно, естественно, на море забивает, когда шторм, волна, это все забивается. Но приезжают, чистят, когда чистят, помогает. Летом прошлого года больше всего от стихии пострадала центральная часть столицы. Электроснабжение и водоснабжение были восстановлены в течение нескольких дней. А вот вопрос с очисткой русел, рек и ливневок в большинстве своем так и остался открытым. 930 заявлений было, а вот эти все дворы мы обходим. 797 уже людям оплатили. Где-то на 60 миллионов уже оплачено. У нас осталось еще где-то, я так думаю, в пределах 12 миллионов, которые вот сейчас мы обойдем. Мы сейчас обходим те дома, которые мы не успели обойти. Ну и финансов тоже не было. Сейчас уже нам позвонили, давайте обходите. Я думаю, что президент, наверное, выделит, потому что эти средства идут только с резервного фонда президента. Только он изыскивает возможность выплатить какие-то минимальные суммы. Кстати, очень много недовольства. Люди знают, какая первичная оценка была, но это невозможно выплатить. Такие столичные улицы, как Воронова, Сахарова, Кугоня, страдают практически от каждого ливня. Ситуация усугубляется прорывами канализационных и водопроводных труб. Специалисты говорят, что одной только компенсацией проблему не решить. Есть такое задание от главы администрации, чтобы исправили эту ситуацию, а так компенсации постоянно ничем не помогут. То есть речь идет о расчистке, да? Расчистке, замене вполне возможно, что будет заменяться, потому что людей больше стало, потребностей больше стало, надо как-то расширять коммуникации, чтобы вода находила выход, а не распространялась по территории. Государственная комиссия по выплате компенсаций пострадавшим от стихии под председательством вице-премьера Беслана Эшба и дальше продолжит свою работу. Рената Шакай, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение.